Они решили, что наша реакция недостойна тех, кто обладает могуществом и достоинством. Они слышали о Палестине и мечети Аль-Акса, о том, как мы оставили без помощи детей, ведущих свое сражение камнями. Они слышали, что мы оставили без помощи целомудренных мусульманок в Боснии и Чечне. Они слышали, как американцы-крестоносцы нападали на наше богатство и на нашу честь в Ираке. Более того, они топтали наш Коран. Они топтали наш Коран и унизили его. Но от нас они слышали лишь осуждение и порицание, как это обычно бывает с нами. Они слышали о евреях, которые все повторяют о нас стих: «Мухаммад умер и оставил после себя девочек». Они слышали, как евреи повторяют: «Мухаммад умер и оставил после себя только девочек». Они захотели урвать и свой кусок со стола, к которому были приглашены разные нации после того, как в наши сердца была брошена слабость. И они нанесли нам другой удар прямо в сердце. Кого коснулся этот удар? Господина сынов Адама. Если бы не Аллах, а затем Он, мы бы не следовали прямым путем, не постились бы и не молились. Их удар коснулся того, кто нашел нас заблудшими, и Аллах наставил нас на прямой путь посредством Него. Их удар коснулся того, кто нашел нас в бедности, и Аллах обогатил нас посредством Него. Их удар коснулся того, кто нашел нас враждующими друг с другом, и Аллах сплотил наши сердца посредством этого человека. Они нанесли нам удар, коснувшись того, кто для нас любимее, чем мы сами, наши души, наши родители, наша семья, наше имущество и все люди. И они не первые, кто сделал это. У них были предшественники, которые не нашли того, кто отреагировал бы на них так же, как Муавваз и Муаз, сыновья Афры. Они атаковали, потому что не нашли того, кто не ответил бы им так же, как Муавваз и Муаз, сыновья Афры, которым было по 16 лет и которые вышли в день Бадра с целью найти Абу Джахля. Ряды сформировались, как рассказывает Абдурахман ибн Ауф, и оказалось, что я стою рядом с молодыми юношами. Мое сердце защемило, потому что я хотел, чтобы рядом были более сильные люди, которые смогли бы защитить меня. Когда же они заговорили, я понял, что они настоящие мужчины. Они спросили меня: «Дядя, где Абу Джахль?» Я сказал: «А что вы от него хотите?» Они отвечали: «Мы слышали, что он оскорбляет пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Я сказал: «И что вы с ним сделаете, если узнаете его?» Они ответили, и с интонациями истинной храбрости и любви: «Клянемся Аллахом, если мы встретим его, то будем биться с ним до тех пор, пока один из нас не умрет. Клянемся Аллахом, если мы увидим его. Клянемся Аллахом, мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет. Клянемся Аллахом, мы не спасемся, если спасется он». Когда он понял, что они говорят искренне, он показал им, где стоит Абу Джахль, и они бросились к нему с быстротой стрелы, прошли сквозь ряды и первые пронзили его своими мечами, пока он не свалился на землю убитый. Они вернулись к любимому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, с радостной вестью. Каждый из них говорил: «Я убил врага Аллаха». А кто сегодня убьет врагов Аллаха? Кто? Что их так разгневало? Мы не нападали на них ни с близкого расстояния, ни издалека. Все мы говорили: не враждуйте с ними, не становитесь их врагами. Так что же мы сделали? Их разгневало то, что день ото дня становится все больше последователей Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Несмотря на все ложные обвинения, которыми они покрывают ислам и мусульман. Они и лицемеры нашего времени, которые живут среди нас и пишут, к сожалению, подобные вещи в наших газетах, прислуживая интересам куффаров. Это неудивительно, ведь удар был нацелен на нашу религию, на нашего Господа, на наши основы, на нашу слабость.